Здравствуйте, уважаемые телезрители! На канале АЛАТО-24 программа «Социум». Такое направление в медицине, как остеопатия, рассматривает не один конкретный орган и его болезнь, а человека в целом, как единый механизм, отмечает гость нашей программы, президент Остеопатической ассоциации Кыргызстана, доктор медицинских наук, доктор остеопатии Бахтыгуль Шажикеевна Усубекова. Здравствуйте! Система остеопатии как современное медицинское направление появилась в Кыргызстане 2 года назад. Расскажите, пожалуйста, что это за специальность? Остеопатия – это новая действительно специальность. В Кыргызстане появилась 2 года назад. Это направление, область клинической медицины, где занимается пациентами с проблемами соматических дисфункций, которые находятся на уровне профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. И особенность в том, что мы смотрим организм не просто конкретно отдельно какой-то участок или регион, а мы рассматриваем полностью весь организм в целом. Нужно сказать, что если существующие все медицинские специальности не занимаются каждый в своем регионе, кардиологи сердечно-сосудистой системы, там пульмонологи дыхательным, и они занимаются заболеванием. Мы же не болезнь лечим, мы лечим целого человека всего. То есть мы стараемся нормализовать, гармонизировать тело и привести человеческий организм к здоровью. Как вы рассматриваете человека и находите именно ту болевую точку? Самое главное – это сенситивная особенность диагностика именно руками. Раздел этот относится к мануальной медицине, потому что мы работаем манус руками. И вот с помощью пальпаторного воздействия мы делаем диагностику на фасциальном уровне, на костном, на внутреннем, на жидкостном уровне. И можно определить причину, откуда эта болезнь или этот симптом пришел. И начать от того участка, где есть проблема, и постараться гармонизировать и привести к центрированности, к норме, к здоровью. Ну скажите, вот диагностика проходит на уровне ваших ощущений или на уровне ощущений самого пациента? Мы пальпаторно можем определить, могут прийти пациенты с головной болью, несколько человек, это будет жалобы одни, а причина может быть в другом месте кроется. Одна та же головная боль, иногда бывает, что подвернул ногу дней 10 назад, и уже по биомеханическим миофасциальным цепям он может уже дойти через 10 дней боль, и он будет заниматься головной болью сколько бы дней, но пока не поправим связочный аппарат стопы или что-то в норму не приведем, головная боль не уйдет. Точно так же может быть проблема психоэмоциональный фактор стресс, печень или диафрагма, проблема здесь. Через буквально сутки уже будет проблема со стороны центральной нервной системы головы. Но самое главное в человеке – это его скелет и нервная система. Говорят, все болезни от нервов. Это так? Ну, вообще-то все целом, все взаимосвязано. Не может быть, чтобы отдельно существовала нервная система или костная система. Все вместе идеально. Но каждая клеточка имеет и кровоснабжение, и иннервацию, потому что суть тогда, в принципе, в народе говорят правильно. Ну, действительно, что наш позвоночник – это наш столб, это наша защита, и все нервы, которые отходят, они иннервируют органы нашего организма и заставляют их работать. Да. Как вы даете толчок, чтобы орган работал нормально? Если проблема приходит пациент с жалобами, как вы сейчас сказали, головная боль, то мы находим ту причину, если это было, мы скажем, печень после стресса психоэмоционального, руками можно освободить капсулу печени, можно руками же, мягкими воздействиями, фасциальными, жидкостными, можно освободить саму диафрагму всю, и тогда, естественно, освободится все, что находится вокруг, то, что сжимало и тянуло, и освободиться рефлекторно, прям по цепи, и проблема с головы уйдет. Ну скажите, пожалуйста, какие заболевания, с какими жалобами к вам чаще всего обращаются? Дело в том, что самое первое и главное – это наше будущее дети. Очень много у нас детей, и очень много родовых травм, последствия, потому что есть данные о том, что Астана дает данные 2010 года о том, что в роддомах из 10 родившихся 1 выходит здоровый. А Россия говорит о том, что 25% только родов проходят без патологии. А у нас в Кыргызстане, честно говоря, я не знаю этих цифр, но я думаю, мы далеко от них не ушли, то вот
после того, как есть ошибка введения родовых деятельностей, или вообще после родов бывают родовые травмы, когда затяжные роды, наоборот, сжатым приходит выжатый ребенок, то бывает проблема именно в детском возрасте, нарушается сосание, глотание, у них вовремя нету ползания, не сидят, зубки вовремя не идут, нарушение речи идет. Все этому можно помочь остеопатически еще с малого возраста. Ну и, естественно, уже во взрослом состоянии все любые проблемы, которые приходят, мы их можно привести к здоровью, к норме. А вот такое серьезное заболевание, как ДЦП, обращаются ли к вам такие пациенты? Действительно, ДЦП – это очень серьезное заболевание. Чаще всего эта причина бывает или внутриутробная проблема, или родовая травма. Конечно, мы помогаем, и я считаю, что очень много и хорошие результаты, так что даже где-то тут у нас даже благодарственные письма есть о том, что очень хорошие результаты. Бывает иногда после вакцинации у нас были случаи, когда ребенку поставили ДЦП, и он просто лежал, пришел нам как кусочек теста живой, 9 месяцев после вакцинации. И через полгода вообще сняли этот диагноз. ДЦП мы очень много помогаем, но не одно только остеопатия. Мы работаем в комплексе, используем такие вещи, как бобот-терапия, войтотерапия. И все, что сами пациенты используют, ипитерапия, апи, иглоукалывание, мы все это не отрицаем, мы говорим, пожалуйста, в комплексе главный результат, чтобы ребенок хотя бы мог сам себя обслуживать или вообще сняли диагноз. Да. Как вы работаете с беременными женщинами? Ну, по поводу беременных у нас другой, вообще отдельный случай. Я хочу сказать, что наш институт, Евразийский институт остеопатической медицины, где мы и готовим докторов сейчас на страну и даже на Казахстан, на клинической базе мы рассматриваем, помогаем женщинам и забеременеть, те, которые уже долгое время не могут беременеть. Ну, и ведем саму беременность, чтобы роды были как можно приближенные к норме. И, естественно, после родов всем женщинам вообще и желаем и говорим, что хоть один раз они должны пойти к остеопату, чтобы выровнять, потому что роды – это действительно, пусть физиологический процесс, но это стресс. Но мне бы хотелось поговорить о тех случаях, когда вы помогли людям, наверняка они у вас в памяти. Ежегодно 5-6 женщин у меня беременеют. Это тем, которым уже сказали, что все, детей, ну, можно сказать, можно только это или усыновить, или сказали, что ну все. Я считаю, это уже большая награда. Элементарная вещь. Люди иногда циститом, бронхитом, заложенностью носа страдают по 10 лет, по 5, по 6 лет. Говорят, вот кашляю год, говорят, цистит вот уже 10 лет. Руками можно поправить все какие-то, если есть компрессии, сжатости костей черепа или кашель, ребрами разобраться, или тут с циститами таз и психоэмоциональный фактор убрать, можно очень много сделать хорошего. Скажите, пожалуйста, где вы получили знания такие? Я благодарна судьбе. Так уж получилось, что, поехав делать докторскую диссертацию в Москву, я встретила людей, которые заговорили о остеопатии, и в Москве я закончила школу остеопатии, и совместную французско-российскую школу, и съездила диплом защищать в Париж. И кроме того, после этого и до этого обучалась в Монголии, в Южной Корее, в Финляндии, во Франции. Вообще 3 образования получила, кроме остеопатии. Вот где-то у меня тут есть остеопатия, китайская медицина, биодекодированием. В Штатах закончила 9-летнее образование. То есть училась, в Израиле училась. То есть я во многих странах. Конечно, возникает вопрос, как можно попасть к вам на прием? С прошлого года имеем свое здание, где есть клиническая база. Есть администратор, которому можно позвонить на сайте, на Фейсбуке. Всегда можно найти, если ввести Евразийский институт остеопатической медицины. Спасибо вам большое, что вы своими руками, своей энергией, своими знаниями помогаете людям, и они обретают здоровье. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня в нашей студии мы беседовали с президентом Остеопатической ассоциации Кыргызстана, доктором медицинских наук, доктором остеопатии Бахтыгуль Шашикеевной Усубековой. Будьте здоровы! Оставайтесь на Ала-То 24.